В Бирюнинском районе закончила работу группа представителей органов исполнительной власти республики. С отчетом об итогах своей работы за 2015 год она побывала почти во всех населенных пунктах района. На этих собраниях жители смогли напрямую задать наболевшие вопросы. Продолжение далее. На ежегодном отчете правительственной группы перед мирнинцами были затронуты самые разные темы. Начали, конечно, с главного. По словам первого заместителя председателя правительства республики Павла Маринычева, Якутия, в числе прочих регионов России, довольно стойко переживает мировой кризис. Многие экономические и социальные показатели удалось не только сохранить на прежнем уровне, но и увеличить. Реальный рост валового регионального продукта по итогам 2015 года составил 2%. Если сравнить с общероссийским показателем, то, к большому сожалению, в среднем по Российской Федерации этот показатель снизился. Добыча нефти увеличилась на 8,5%, угля мы добыли больше на 27,5%, золота на 3,5%, 24 тонны, алмазов на 5%. У нас снизилась реальная заработная плата, составила 94,8% к предыдущему году. Общая безработица сократилась на 600 человек, у нас безработных 36 700 человек в республике. Вместе с тем, в республике наконец-то были ликвидированы очереди в детские сады для детей в возрасте от 3 до 7 лет. Кроме того, Якутия – один из регионов-лидеров по стране, где увеличивается естественный прирост населения. А показатели смертности и рождаемости у нас значительно лучше общероссийских. Дальше последовали вопросы из зала. Первый из них касался повышения заработной платы работников бюджетной сферы. В прошлом году правительство республики приняло постановление правительства о повышении заработной платы и увеличении фонда оплаты труда работников бюджетной сферы на 5,5%. Прозвучал вопрос и о том, действительно ли в школах идет массовое закрытие коррекционных классов для детей с особенностями развития. Сама образовательная организация, в зависимости от того, какое количество детей находится по данной нозологии, имеет право открытия этих коррекционных классов или групп в общеобразовательных школах. Понятие о закрытии отсутствует. Где в нашей стране можно найти такой еще тариф на интернет, которого нет? Так я не могу заплатить по интернету за интернет. По словам Павла Маринычева, подвижки в этой области должны произойти к концу нынешнего года. Мы это тоже прекрасно понимаем и давим на самом деле непрерывно на компании-провайдеры для того, чтобы они быстрее завершили свои инвестиционные намерения здесь, на территории Мирнинского района. Встреча продолжалась около 1,5 часов. За это время от зрителей поступило несколько десятков вопросов. Кроме того, в завершении заседания многие имели возможность подойти к членам рабочей группы и получить ответы на свои вопросы лично.